амбулатории, обустроенные всем необходимым. Амбулатория построена по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Республики Саха-Якутия. Подрядчиком строительства является поставщик модульной амбулатории общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект», руководитель Владимир Николаевич Сыпандин. Открытие современного нового здания врачебной амбулатории – это граница нового значимого этапа в социальной жизни Хатынгарынского наследия и села Аппаны. Это огромная работа, еще один шаг в развитии здравоохранения Улуса, итог кропотливого труда большого числа людей, от строителей до медицинских работников и руководителей. Здоровье – это самый ценный капитал человека. Это полноценное и счастливое завтра каждого в целом. Важно, чтобы это завтра было счастливым и здоровым. Аргахыттан тихиннах ахынга саналах айы ханай мақтара. Орты улудойду уруйда орғатыр олық сөнуес кәбет күнеркен жоннары. Бүгінгі верілік күміт үрдік арқағыға рүктенен тұраммыд. Үйері көтекір сүйігін сақалы сайттан саналақ алғызшы бұтын Петр Васильевич Охлопковы. Айхал аялыдым намалсы. Аңды дүметчеде аналақ тенеге құтыны. Сиринді дүметчелері Сиртүнліктер олуғы жағастар көмеске саналақ құтыны егері. Өктенен тұрамын алу ототтон, алғы седердің көңілләнген, Süheyakta beyan sügürüyen, aldıkta beyan konkuyan, köpcehet erevi. Ağlığın içinde bir cıvıtık kırık deve katan anı kontuyun hekayet. Üye tuttarken sigim, Allara tuttarken eddim. Mansıl kişiyelinen kümeyi tutanırım. Üye köt külüm allay, miçik allay. Mutuqtu huttun yürdür kötütere bir cir bollakına. Bugüne hatta bitey mahın künge en kiyen uruk geritilden üeskebit. İkke tahtaq inninen sireyde kayı jonnora. Kössütten tehinne kün olur kalembit. Bugün yürüle kün bitigar. Al otottan algı seter bugün kömüllenjen. Kürcestak Al otu mühetet çıklen. Mühetin kireççiri ürüyordu. Allara terçiginen, allara attan taksaçırı oturdu. Aba ostunay hallanın tüspüt. Ndukos. Ayı algıha kılboğun. Ron ayet ühen ostolay olak süyen deleyedim. Yürket külüm allay, miçik allay. Hup. Tusku, 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 uruy tusku, boloktun, keskiler git, kengetin, uruy dar git, ulattın, jolok olok, kıma düştün, uruy tusku, boloktun, tusku, tusku,
Оруй Айхал. Айхал Мичин. Туску. Настал волнующий и торжественный момент открытия нового здания врачебной амбулатории села Аппаны. Для торжественного разрезания ленты приглашаются заместители председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольга Валерьевна Балапкина, глава муниципального образования Намский УЛУС Слепцов Юрий Иннокентьевич, глава муниципального образования Катынаринский наследник Наговицын Иван Дмитриевич, главный врач Намской центральной районной больницы Сергеев Арьян Николаевич. Здание врачебной амбулатории села Аппаны открыто. Пусть каждый пациент найдет в этих стенах понимание и доброту, обретет здоровье на долгие годы. Всех гостей приглашаем на общее фотографирование. Аппаны открылся в 30-х годах 20 века по приказу заведующего здравоохранением Намского УЛУСа Петра Афанасьевича Амосова. В 1937 году был открыт медпункт по лечению трахомы. В 1941 году в колхозе имени Карла Маркса начал работу санитарный пункт. В 1946 году открыт фельдшерско-акушерский пункт на 3 койки. В 1956-1957 годах в Катынаринском медпункте заведующей работала молоденькая девушка, выпускница медучилища Корякина Мария Кирилловна. В 1958 году заведующей назначена Горохова Алексеева Апреля Николаевна, старшей и медсестрой и акушеркой Харлампиева Евдокия Егоровна. Дежурными медсестрами работали сестры Габышевы Ирина Игнатьевна и Анна Игнатьевна. В 1968 году в Аппанах открылась участковая больница на 10 коек. По воспоминаниям заведующей больницы Алексеевой Апрели Николаевны, новую больницу открыли в здании конторы сельсовета. Затем по настоятельной просьбе коллектива амбулатории дополнили больницу пристроем. Коллектив больницы, заведующая, 4 медсестры, эпидемиолог, вызывной фельдшер и 1 техработник были единым коллективом, вели борьбу с распространенной в то время болезнью туберкулеза. Особое внимание уделялось профилактической работе. Медсестры Габышева Анна Игнатьевна, Варламова Галина Константиновна ходили по дворам, контролировали санитарное состояние домов, пропагандировали здоровый образ жизни. Коллектив больницы пользовался огромным авторитетом среди населения. Неоднократно становился победителем социалистического соревнования, награжден красными вымпелами победителя. Очень скоро Катынаринская участковая больница по показателям проведения среди населения профилактических работ стала лучшей больницей в Намском районе. Начиная с 1980 по 2000 год 20 лет незаменимой заведующей амбулаторией была Левина Людмила Львовна. В тот период амбулатории работал физиокабинет под руководством Апрелии Николаевны.
Алексеевой в стоматологическом кабинете начинал свою работу Ушницкий Иннокентий Дмитриевич, ныне доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой стоматологии медицинского института. Медсестра Габышева Анна Игнатьевна, санитарки Решетникова Мария Порфирьевна, Кириллина Александра Васильевна были лучшими работниками амбулатории. С 2005 года руководит работой амбулатории отличник здравоохранения Российской Федерации Степанова Лидия Семеновна. Под ее руководством сплоченный коллектив амбулатории пользуется огромным уважением и авторитетом среди населения. В амбулатории работает процедурная, прививочная и клиническая лаборатория. Коллектив гордится опытными медицинскими работниками Павловой Верой Семеновной, фельдшером Кызылдеревенского фельдшерско-акушерского пункта, отличником здравоохранения Республики Саха-Якутия, Скрябиной Татьяной Прокопьевной, лаборанткой, отличником здравоохранения Республики Саха-Якутия, Новгородовой Акулиной Дмитриевной, процедурной медсестрой, отличником здравоохранения Республики Саха-Якутия. По программе «Земский доктор» в амбулатории работает опытный врач-терапевт, отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия Сидорова Лидия Иннокентьевна, которая своим профессионализмом и старанием успела завоевать любовь и уважение населения. Творческий коллектив Хатынгарынской участковой больницы славится не только своей работой, он является активным участником и неоднократным победителем смотра художественной самодеятельности в Наслеге и в Намском Улусе. По итогам 2020 года получил специальный приз главы муниципального образования Хатынгарынский наслег Амарах Сюрях. Коллектив победил в номинации «Коллектив года» среди коллективов муниципальных образований Хатынгарынского наслега. Слово предоставляется главе муниципального образования Намский Улус Юрию Иннокентьевичу Слепцову. Добрый день, дорогие земляки и меня любимые дела. Мы очень давно хотели строительство этого объекта, строительство нового объекта амбулатории. И юбилейный год нашего выдающегося земляка Ильи Егоровича Винокурова было принято решение на уровне Ольги Валерьевны по программе модернизации первичного звена здравоохранения Республики Саха-Якутия построить объект оперативную амбулаторию села Апаны. И сейчас мы вот стоим и открываем, смотрим, очень красивое здание, но по площади чуть-чуть меньше, чем старое здание, но в том здании было очень много лишних квадратов, какие-то темные комнаты и так далее. Поэтому этот объект по квадратуре отвечает всем требованиям. И население не только села Апаны, Хатынгарынского наслега, Бикиневского наслега, ближайших населенных пунктов будут приходить. Но и самое главное, что приходили меньше. Приходили, если только на диспансеризацию, на обследование. Вот здание вот это носит имя Апрели Николаевны Алексеевой. Чьим именем мы, жители села Апаны Хатынгарынского наслега, очень гордимся. И думаю, этот объект будет достоин носить ее имя. Хотелось бы, чтобы Ольга Валерьевна Провихова вышел приказ Министерства здравоохранения о присвоении имени этой врачебной амбулатории Апрели Николаевны Алексеевой. Я думаю, на свое ходатайство направит. И действительно очень волнительно. Действительно, мы очень долго ждали этого объекта. И, во-первых, я при всех вас, при общественности населения наслега,
Выражаю очень большую благодарность Ольге Валерьевне вам за вот такую неустанную ежедневную работу по улучшению объектов здравоохранения, по строительству детских садов именно в Намском области. Спасибо большое. И надеюсь на дальнейшую плодотворную работу. Также благодарственное письмо вручаю Сыромятьеву Сергею Витальевичу, подрядчику. Извините, это не подрядчик, это работник Намского СРБ. Благодарственное письмо. Муниципальное образование Намский УЛУЗ награждается Сыромятников Сергей Витальевич, ведущий специалист по технике безопасности, охраны труда и противопожарных мероприятий Намской центральной районной больницы. Благодарственное письмо вручаем Елене Николаевне, министру здравоохранения, но ее с нами нет. Ариане Николаевичу, думаю, передадите. Благодарственное письмо Ариане Николаевичу. Ариан Николаевич, вам просьба, вы не скажите, потому что у вас есть новая врачебная амбулатория, поэтому закрываем ФАП деревни. Этого не должно быть. И Владимиру Николаевичу, подрядчику. По строительству объекта, да, я вот насчет подрядчика скажу, очень качественный и очень добросовестный подрядчик. Таких мало. Спасибо. Илья Николаевич, от имени администрации Намского района, от имени Совета депутатов вручаю вам сертификат на 50 тысяч рублей. Спасибо всем. Слово предоставляется заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольге Валерьевне Балабкиной. Уважаемые ветераны здравоохранения, уважаемые работники этого учреждения здравоохранения на территории Намского УЛУЗа, уважаемые жители, которые здесь сегодня пришли разделить с нами радость открытия нового объекта в Намцах. Да? Во-первых, мне сказали, что это один из самых быстрых объектов, его построили за 3 месяца, поэтому, безусловно, без скоординированных действий органов местного самоуправления в лице главы Наслега, главы района, главного врача и вашего коллектива этого бы не произошло. Это первое, конечно же, о чем хотелось сказать. Кроме того, это объект с историей. С историей это говорит о том, что, и это свидетельствует те фотографии, которые здесь мы смотрим, это действительно сплоченный коллектив, у которого есть на что опираться. Потому что преемственность, в чем бы она ни была, во власти, преемственность в семье, преемственность даже при оказании медицинской помощи, это, конечно же, такая очень сильная черта, и, безусловно, без этого практически невозможно. И это здесь есть. Но, кроме того, здесь есть преемственность и у этого места. Место, которое раньше также носило свою функцию. Да, вначале она выполняла, как вот сейчас говорили, функцию прежде всего борьбы с теми заболеваниями, которые были характерны для начала века. Затем это было инфекционное отделение, это был тоже период достаточно сложный. И вот ковид просто-напросто вытолкнул отсюда неприспособленное инфекционное отделение и открыл новые возможности для того, чтобы появилась эта врачебная амбулатория. Я не переживаю за квадраты, да, потому что я четко понимаю, не потому что их вам здесь хватит,
потому что я увидела, что здесь точно будет уютно. Главное, чтобы здесь потоки больных и здоровых разъединялись. Это самое главное. Более ничего. А все остальное, безусловно, сюда будут приходить. Я от имени главы республики благодарна всем жителям, которые поддержали. И, соответственно, сегодня, благодаря позиции Арсения Сергеевича Николаева, мы строим очень много медицинских объектов. Вот этот объект по модернизации первичного звена именно по нацпроекту здравоохранения первый в Намском районе. И для того, чтобы сразу снять все вопросы. И несмотря на то, что здесь всего 2 дневные койки, мы с вами со следующего, в этом году, в сентябре, начинаем стройку стационара лечебного корпуса в Намцах, совсем рядом, на 50 коек. Стационар будет новый, и поэтому в преемственности решения приняты. Осталось только с Юрием Иннокентьевичем мы любим сваи вбивать, ленточки резать. В объем порежем, все будет хорошо, это безусловно. Покушаем, да, покушаем. Но теперь самое главное, что бы я хотела сказать вам здесь. Во время визита министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, во время обсуждения вопроса о том, что, как у нас проходит диспансеризация, вы знаете, что до его визита на нас нагрянуло 2 недели различного рода проверок. Здесь было более 60 специалистов Минздрава разного уровня. И мы их, соответственно, отправили в Хангаласский, Намский. Город просто один это все поднять не мог. И вот во время доклада Михаилу Альбертовичу, главный внештатный кардиолог Российской Федерации, господин Бойцов сказал: лучше диспансеризации в России, чем в Абанах, я не видел нигде. Наградите этого доктора. Я не знаю, что вы здесь с ним сделали. Не знаю, что вы сделали с Бойцовым. Но у нас никто не мог очаровать Бойцова. Вот начнем с этого. Когда же я посмотрела мне стало все понятно. У вас очень крутой, стильный, молодой и классный коллектив. Я думаю, что к вам должны ходить только на диспансеризацию. С праздником, с открытием объекта. По модернизации непосредственно на 23 год мы вам вручаем сертификат Арьяну Николаевичу на новый санитарный автотранспорт. За многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения наградить нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации» Сидорову Лидию Иннокентьевну, врача Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Намская центральная районная больница, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко. Предоставляется главному врачу Намской центральной районной больницы Сергееву Арьяну Николаевичу. Уважаемая Ольга Валерьевна, Юрий Иннокентьевич, собравшиеся ветераны, сотрудники врачебной амбулатории села Апаны. Во-первых, хочется поблагодарить руководство республики за то, что включили нас в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения. Этот как раз-таки объект реализован по этой региональной программе. И как сейчас Ольга Валерьевна сказала, у нас в следующем году, уже нынче у нас должна начаться разработка проекта и последующее строительство лечебного корпуса на 50 коек в селе Намцы.
И что касаемо конкретно этого объекта, то, как сказали, он был построен в короткие сроки. Нам нынче по аукциону хороший добросовестный подрядчик попался. Вот. Модульная конструкция была заказана в Иркутске, привезена, установлена и согласно всем санитарным правилам и нормам, стандартам оснащена, установлена, монтирована. Сейчас у нас ведется работа по получению лицензии, и я думаю, совсем скоро уже врачебная амбулатория полноценно раскроет свои двери для населения всего Хатын-Ырынского наследия. И сейчас еще хочется сказать, что вот решением администрации ЦРБ вышел приказ о присвоении имени Апрелии Николаевны Алексеевой этому замечательному объекту врачебной амбулатории села Апаны. По нашему приказу уже имя присвоено. И вот сейчас, в следующем году по модернизации мы должны получить для врачебной амбулатории автомобиль. Вот, нами также будет предусмотрен сейчас штат водителя. И благодаря поддержке администрации наследия, я думаю, мы сможем и в машине и гараж найти. Вот. И еще раз хочется поблагодарить и главу Улуса, главу наследия за оказанную большую поддержку, потому что мы вот тут, начиная с весны, даже с прошлого года, когда мы начали уже думать, где ставить амбулаторию, когда было решено ставить ее на место старого здания инфекционного отделения, и мы вот долго не раздумывая, быстренько взяли, все снесли, здесь поставили, отсыпали, все быстро, четко сделали. Поэтому всем еще раз большое спасибо. И самое главное, хочется пожелать всем жителям Хатын-Ырынского наследия и села Апаны большого крепкого здоровья. Вот, и мы со стороны ЦРБ сделаем все необходимое, все, что от нас зависит, а сплоченный коллектив, дружный врачебной амбулатории, я думаю, в этом нас поддержит и не оставит в беде все население. И мы станем еще счастливее, вот, еще здоровее. Спасибо. Так, ну и пакетик еще белый. Подарочки. Это подарочки для коллектива амбулатории. Тут у нас сертификат на приобретение медицинской мебели и оборудования на небольшую сумму. И вот от себя лично тоже подарочек для коллектива. За многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и За многолетний добросовестный труд в деле охраны здоровья населения Намского Улуса и за преданность своему делу наградить почетной грамотой Намской центральной районной больницы Габышеву Анну Игнатьевну, ветерана Намской центральной районной больницы. В деле охраны здоровья населения Намского Улуса и за преданность своему делу наградить почетной грамотой Намской центральной районной больницы Игнатьеву Азалию Егоровну, ветерана Намской центральной районной больницы. Почетной грамотой Намской центральной районной больницы награждается
Новгородова Акулина Дмитриевна, процедурная медицинская сестра врачебной амбулатории села Апаны Намской центральной районной больницы. За плодотворное сотрудничество при строительстве нового здания врачебной амбулатории в селе Апаны в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Саха-Якутия объявить благодарность главе муниципального образования Хатынгарынский наслед Ивану Дмитриевичу Наговицыну. Слово предоставляется главе муниципального образования Хатынгарынский наслед Ивану Дмитриевичу Наговицыну. Добрый день, Ольга Валерьевна, Юрий Никитьевич, Илья Николаевич, дорогие наши ветераны и сотрудники нашей доблестной врачебной амбулатории и все гости, застройщики. Всех поздравляю с этим знаменательным днем. Сегодня у нас на слеге в селе Апаны, Хатынгарынском наслеге в целом большой праздник. Мы это событие давно ждали. Хочется сегодня с этой такой высокой трибуны, скажем так, выразить большую благодарность руководству нашей необъятной родины Российской Федерации, также наше родное правительство Республики Саха-Якутия и непосредственно Ольгу Валерьевну за то, что вы внедряете, активно участвуете и внедряете по республике национальные проекты. По национальным проектам в нашем наследии сейчас было построено наш долгожданный центр культуры, клуб, по национальному проекту «Культура». По национальному проекту «Демография» у нас сейчас строится детский сад в селе Кысыл-деревня. Я думаю, у нас это наш наследие тоже. И в этом году мы собираемся открыть детский сад тоже на 35 мест. И сегодня у нас по национальному проекту «Демография» открылась замечательная врачебная амбулатория. Светлая, теплая, уютная. Конечно, многие тут сегодня говорили, что она немного тесная, но я не думаю, что... Когда она строилась, действительно, когда ничего не было тут из оборудования и так далее, пока не были установлены двери или стены, действительно нам показалось, что как-то тут тесновато будет. А когда все, действительно, все тут обустроили, поставили, наоборот, как-то ничего, так можно работать, можно здесь это. Поэтому мы очень рады, мы очень благодарны всем, кто принял участие в строительстве нашей врачебной амбулатории. И очень отрадно, что сегодня нам очень понравилось, что Ольге Валерьевне понравилась эта наша история, эта задумка наших врачей, ЦРП. И хочу поблагодарить нашу центральную районную больницу Ариана Николаевича, которые приняли определенные решения. Конечно, по этой программе можно было поставить только здание, в принципе. Можно было поставить здание, и на этом старый забор тут был, конечно, все такое. Но Ариан Николаевич и руководство, вообще коллектив Центральной районной больницы тоже предъявило интерес и предъявило нам определенные желания, чтобы мы вместе тут такой приятный, такой красивом здании обязательно должно быть тротуарная плитка, обязательно должно быть забор,
И у нас еще дальнейшие планы, да, Илья Николаевич, тут поставить сквер, как бы, да, детскую площадку, что ли, дальше отсыпать будем, тротуар дальше ложить будем. С освещением еще что-нибудь, какое-то решение надо принять. Так ведь? Поэтому у нас такие планы. И очень хочу поблагодарить всех вас, Ольгу Валерьевну, Яна Николаевича, вообще Юрия Никентьевича, который внес вот свой вклад в включение вот этой строительства нашей амбулатории в план к 125-летию нашего видного политического деятеля Ильи Егоровича Винокурова. Это вот идея Юрия Никентьевича. Поэтому и дальше тоже понимаете, да, как работа ведется дальше. Мы все это понимаем. И какие-то политические решения должны быть. Не только у нас требования вот, от населения к новому. По всей республике все хотят по национальному проекту или такое обеспеченное здание хотят, но благодаря тем людям, которые здесь стоят, у нас сегодня праздник. Поздравляю коллектив этим знаменательным днем. Это будет новая история нашего дружного коллектива, новая страница, новая яркая страница. И хочу вручить вот поздравительное письмо коллективу от имени администрации и общественности и жителей нашего наследия. Маленький подарок. Спасибо всем. Желаю крепкого здоровья. За значительный вклад в развитие здравоохранения наследия Улуса, за многолетний добросовестный труд наградите знаком отличия. За заслуги перед муниципальным образованием Катынарынский наследник Скрябину Татьяну Прокопьевну, ветерана труда, лаборант Кунамской центральной районной больницы. Глава муниципального образования Катынарынский наследник Иван Дмитриевич Наговицын. Слово предоставляется заместителю председателя первичной профсоюзной организации Намской центральной районной больницы Игнатьевой Жанне Филипповне. Уважаемая Ольга Валерьевна, дорогие коллеги, ветераны, гости, от всей души поздравляю вас всех с вводом нового здания Катынарынской врачебной амбулатории. Я очень надеюсь, что в связи с улучшением условий труда улучшится и качество оказания медицинской помощи села Катынары. Желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким. И от имени профсоюза дарим вам. Слово предоставляется ветерану здравоохранения Анне Игнатьевне Габышевой. Hürden doluyum. Otom min kongkatı tapın. Vay göreyim. Min barı medikleri, öğretmenleri büyüğü verirler kunundan ardalibin. Ondan bu ambulatoriya aldığı bir kırcağızlar bu kabardan üyerebit. Jokterge barda nehlet jona barda üyereller. Yüt bitere buluttan. Ondan min kılgasıga tapına subu ambulatoriya onnugar urut
стационар алды Хәттона асыллаққа. Онны мен оттон Тюрбекке хаспар үлелі келбітім. Заведушай бит Алексеева Апреля Николаевна де. Онны бастан келем баран отта хүрдеған үлеліге ғарақан ете. Тоқтаны условия уағат еттон ұрыт. Беаттан видерге фолы ұрып барата демир спиристер оқолың ұрырға. Onu demir spiritlerce suyan taran обработкалан. Аны барыта мискелерге хуябыт. Кыра мискелер балыр толырга хуя деп ол обработкалан бара. Оргутаган плиткага, электрическая плиткага. Де onu onun очаратынан күйтенлер оқолалар эте жоннар. Bu statunar gölüliyken min hürdan, ülevip bin hürdan, Allah dolguyun turanak kıymeti, doğal yetekka, samay oputulub, ülevip statunarım bolar. 10 koykalağa ondan üst koykada bir palata diyetskeyete, ondan üst koykada statun ırhaptar tavlar ete, oğanca. Ondan üstü aracından dileneceğim bari de tüve koska ondan koykalağa da daktalar gıtta törü behiye. Ondan beter tüver ambulatoriyete onunla bollağına helince gelen tahttan gelenleri kolluları da hürdağın ırakanı döreleyip gel. Onu bir bastık ahılga baltavından ikken ülle bipit misestralar ondan kendiki sulayı evlen tüet sesleri olan üller bipit hürdağ eyle bit. Ondan kendiki çıkılgastığı takatındık ondan kendiki ağonsıllaqa eti erken ambulatoriyaga barbıtı. Olaqta stacionar göleliyemeti onu bollağına Sülsevet Soğuyaçı bir sületliğinden nabıttıra. Olen manna stacionardan hüllerga üleli ol bir etim. Onu stacionardan hüllerga garakan ete. Olen ambulatoriya köhür bittere. Ambulatoriya baramın ottan Emi bir kalkanı kösübütün bastan. Tuğ. Stacionar ırıqtarın ağır. Neheliyetten hüller ırıqtar olağattar ete. Olihim bollağına ülelirgem hüdde garakan ete. Qatı bildiği ki kapırıha gine olaq. Varda tustuğundan jönler bollağa de. Altın stacionarga bollağı ırıqtar varda bir bolanlar hüdde olelirge sıplaçönü ete. Ondan kendiki hıllargattan ambulatoriyaga ben ara süzerge bartırırlar bitim. 3 solda baranna butum. Onun proseduruna görünüyor üleli baranna butum. Onunla stomatologi kabineti ahıldı buta. Onunla histrela bitim. Emiye okul bunlar bunu ora bun. Orduk ara hülakaça okuturan hürelen. Kelli 4 solda bitim bu medisinaga. Bilgin ottan sınyalan olur bunu vakınyanan abrandım. Ahonca hasbar şu hatım ottan olihen kaydara tunsulayı onunla baran sınyana bu. Ben bir gibi üyelenler gögeler bin kıtta sayın ayı baramut hoğru doydularga sınyanan kelebet. Endiğinin bottan etenge haller kurduk bunu. Ondan birgin ben bu oğulları gıpta olaq eder kolektif köllevdim ve kendiki hıllarga onu hürden kolektivim olaq ederler, oğastırlar, barı kömeleheller olaq. Irakanda günler ber, üşüyede günler ber kömeleheller, maranlı materyalına. Onun kolektifler olaqan maqtanabın. Onu kurup bilgin öyü hillallar.
Anladı oldun. Ondan neyliğim oluqtaqtırı canım sergem hürdağını bastılar. Hem ya bilgin zaman ya tutturamıram tohunun olarabın. Ondan gelenler ottan muspun kilerim yerler. Oskola olarak atın gelen küldeller. Ondan da mırahancık ayı oskola olarak padarak verirler. Na şüpheni körürge. Вот, ну, endiğinin ottan kıhılgatı olarabın. Canım terkem kömüler bolar. Ondan endiğin bu eder kollektiv bu sana ambulatoriyaga illa şöbet gülletinler. Geherivleli kurduk. Sıyra görevim ben. Onunca bu kadar gıtıgar darobiyanı yolu sorgunu. Слово предоставляется генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Копир Техсервис», почетному жителю Хатынгарынского наслега Никифорову Александру Тарасовичу. Vastağıldaq birde dulaqtırım gündü birge altağın görünen tın bir dulapıt toğuturbun. Уважаемый Ольга Валерьевна, Юрий Иннокентьевич, я рад сегодня по приглашению Любовь Семеновна, Лидию Семеновну, извините, приглашен. И спасибо за приглашение, просто потому что, хотя я нахожусь давно за пределами нашего населенного пункта, но открою маленький секрет. 50 лет назад я был рабочим Хатынгарынской участковой больницы. Начинал свою трудовую деятельность, вторая запись для трудовой книжки, это вот такая запись есть. Естественно, мы рады, что очень я рад лично, что имя нашей уважаемой Апрелии Николаевны присвоено нашей участковой амбулатории. Я всегда считал, что участковая больница, потом когда я уехал, и, естественно, инфекционные и все остальное я не застал. И очень правильно заметили сегодня, что тепло должно быть хорошее. Я знаю, думаю, что подрядчик не подведет. Но тепло коллектива, тепло души работников, в первую очередь, отражается на населении тех, которые приходят. К вам приходят не ради любопытства или для чего-нибудь радостного события. К вам приходят люди с определенными проблемами. И очень правильно заметили, чем меньше больных в нашем селе Апаны будет, чем просторнее будет выглядеть ваша амбулатория. Народ, не секрет же, когда вот последние годы, я очень рад, что Юрий Николаевич, у нас появился клуб, который мы очень долго ждали. И, естественно, когда сейчас амбулатория откроется, есть спортивные объекты. И надеюсь, что население, особенно молодежь, занимаясь спортом и образованием культуры, будет меньше болеть. Меньше болеть будут, вы не думайте, что вы без зарплаты останетесь, вы же бюджетники. Поэтому вам удачи, успехов. И для полноты счастья, вот говорят, Бог любит троицу. Я свой подарок тоже. Я думаю, что в каждом кабинете, конечно, это хорошо, но надеюсь, что если проблемы будут, мы с Лидией знакомы еще, когда она была студенткой Пермского медицинского института. Я закончил Уральский политехнический, поэтому у нас связывает с ней еще студенческие наши года. Спасибо, всем здоровья, блага, благополучия и чтобы зима тут прошла очень на высоком уровне. Спасибо. Для передачи символического ключа приглашается заместитель директора Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» Урумянцев Василий Петрович и заведующая врачебной амбулаторией села Апаны Лидия Семеновна Степанова. Здравствуйте, дорогие жители Хатынгарынского наслега.
и уважаемые гости, коллектив Центральной районной больницы Илья Николаевич и Рынорийской наследия больницы. Поздравляем от всего сердца вот знаменательным днем, открытием вашего нового амбулаторного врачебного амбулаторной больницы. Желаем всем здоровья и счастья. Так, мы очень хорошо работали с Ильей Николаевичем, коллективом, без никаких этих построили очень быстро. Там еще вот всех поздравляю. И вот хочу вручить вот символический ключ. Вот. Вот этого события мы ждали давно. И сегодня у нас такой радостный день. И наконец-то у сельчан появилась возможность получать медицинскую помощь в нормальных условиях. А мы со своей стороны заверяем, что будем повышать уровень оказания медицинской помощи нашему населению. Желаю всем здоровья и благополучия.